Если говорить современным языком, это был очень сильный, талантливый и креативный руководитель. Так про Асию Хасанову отзываются бывшие коллеги. Она возглавила журнал «Азат Хатын», ныне Сюмбике, сразу после Великой Отечественной войны. Самое сложное для страны время. Она писала о женщинах-героях и детях войны. Они были частые гости в редакции. Недавно я в архивах редакции обнаружила фотографию, на которой запечатлен момент встречи коллектива с летчицей, героем Магубай Суртлановой. То есть она не только писала об этом, она старалась создать, что ли, для коллектива, чтобы они вживую пообщались с этими героями. А здесь покоится легенда татарской прессы Шамси Хамматов. Он стоял у руля Союза журналистов почти четверть века. По словам коллег, именно благодаря его трудам сохранилась память о Мусе Джалиле. И настолько раскрыл он личность Мусы Джалиля, и когда читаешь вот эти книги его, тогда понимаешь, что именно служение журналистики, служение публицистики привел к этому легендарному подвигу, который он совершил во время войны. Многие из захороненных на кладбище известные личности. Они ковали победу, совершали подвиги или писали о них. Татарское кладбище – место упокоения Салеха Сайдашева, Тази Гизата, Кави Наджми и многих других. Здесь что не надгробие, то история. Ну, вы знаете, слово иногда страшнее пистолета, и слово иногда сильнее автомата. Поэтому, безусловно, роль слова в победе, она велика, роль духа в победе велика. А журналист – это такая профессия, которая может и должен заражать всех энергией слова и энергией духа. Поэтому роль журналистов в Великой Отечественной войне, я считаю, она сравнима с ролью и снарядов, и пушек. Сейчас их могил чаще навещают не родственники, а коллеги. Вот и в преддверии праздника они пришли, чтобы убраться. По словам участников субботника, это не разовая акция. В мае также планируется генеральная уборка на могилах журналистов на Арском и Сухарецком кладбищах. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.